Всем доброго утра, отличного настроения. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Начинаем еще один замечательный рабочий день. Что может быть лучше, чем узнать, какая погода, поговорить о последних новостях, поговорить с интересными людьми, ну и, конечно, поделиться хорошим настроением. Ну, а также мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписавшись на который вы можете, используя QR-код, который видите на экране. Ну, а также приглашаем вас в наш канал в мессенджере Макс. В общем, будьте с нашей командой. Ну, а прямо сейчас, кстати, погоду уже наши подписчики узнали еще полчаса назад. Ну, а мы узнаем прямо сейчас это есть как раз вот вариант. Зачем нужно подписаться? Итак, о погоде. В центральных районах сегодня 16,5 выше 0, в Заречной группе 16,4 со знаком плюс. В южных плюс 10, плюс 3, в Вилюйской группе от 16 до 5 градусов тепла, в Нижнеленских от 12 до 1 градуса тепла, в западных плюс 13, плюс 5, в Колымо-Интегирской группе Улусов уже плюс 22, плюс 1, в Янских от 8 градусов тепла до 1 градуса холода, на северо-западе плюс 10, минус 6. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 7 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер штиль, так что сегодня очень неветрено, хорошо. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура плюс 15, плюс 17 градусов. Ты, кажется, как раз вчера говорил о том, что поскорее бы лето. Да, ну, когда солнышко появляется, уже кажется, что лето, хотя на улице прохладненько. Но да. Солнце — это уже хорошо. Ну вот, а что у вас ассоциируется с утром? Ну, может быть, чашечка бодрящего кофе и завтрак. Какой он правильный летний утренний завтрак? Если не главное, то однозначно важное блюдо дня, которое задает тон вашей продуктивности. Однако классические каши и яичницы иногда надоедают. Что если заглянуть за рамки привычного и, как вариант, приготовить на завтрак окрошку? Сытно, свежо и совсем несложно. Один замечательный рецепт расскажем прямо сейчас. Пора крошить окрошку. Вкусную, полезную и освежающую. Татьяна Ротарь придерживается традиционного набора продуктов: зелень, редис, огурцы, картофель, колбаса, яйца. А еще у нее есть один секретный ингредиент. А вот такой ингредиент, как горох, это используется достаточно редко. Мама так делает, и мы так любим. Горох дает некую такую мягкость блюду, и мы очень-очень любим таким вот набором как раз кушать окрошку. Первым делом мелко режем зелень, укроп и зеленый лук. Ну и тут у хозяйки есть один секрет. Один из секретов приготовления окрошки – мы добавляем сразу сюда соль. И здесь нужно хорошенько, значит, чтобы все эфирные масла, и вот уже аромат пошел, камера не передает. Кстати, спор, чем лучше заправлять, квасом или кефиром, а кто-то любит еще и минеральной водой, был не всегда. А первые окрошки, они заправлялись как раз вот огуречным и капустным рассолом. И уже позже, конец 14-го, начало 15 века, появился квас, и это блюдо, оно стало заправляться вот как раз всеми нами известным квасом. Еще один секрет правильной окрошки в его нарезке. Мне нравится мелко, самое главное меленько, кто-то даже любит и крупно, чтобы каша не была. Чтобы все-таки каждый продукт, он существовал в этом блюде отдельно. Один из главных ингредиентов – мясо или колбаса. Татьяна выбирает второе. Да, может, кто-то скажет, почему колбаса лучше мяса. Ну, вот как-то вот мы любим с колбасой. Это докторская, конечно, без жира. Ее крупно мы резать не будем. Да, конечно, мы пробовали и с мясом, но вот хочется показать то, что нравится нашей семье. Интересно, наш регион известен наличием такого благородного мяса, как жеребятина. А вот хозяйки нашей Якутии, интересно, кладут жеребятину? Я думаю, почему бы нет. Самый ответственный этап – заправка и заливка. Наверное, в классическом рецепте окрошку заправляют сметаной. Мы любим майонез. Это же ведь не значит, что мы его кушаем каждый день, несмотря на то, что это не совсем полезный продукт. Но иногда для повышения настроения в весенне-летний период мы можем себе позволить немножко майонеза. И завершающий аккорд – заливаем нашу окрошку квасом. Он тоже бывает разный. Лучше выбрать не сладкий квас, а главное – холодный. Ну что, Данила, вкусно? Да. Угу. В общем, наше такое семейное
традиционное блюдо. И мы даже это блюдо готовим и в зимний период, потому что очень любим. Скоро наступят жаркие дни, и лучшие блюда для лета именно окрошка. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита. Туяра Филиппова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сегодня мы решили начать утро с интересных и удивительных вариантов, как сделать начало дня бодрящим и вдохновляющим. От вкусной бодрящей окрошки на завтрак до цветущего рая на земле. Попадая в сад Самчхок в Южной Корее, реальность словно расступается, уступая место волшебству. Ты не веришь своим глазам. Буйство красок, фейерверк цветов и изысканный аромат дарят щемящее, почти детское ощущение счастья. На кадрах, снятых во вторник, посетители гуляют по территории парка и фотографируются на фоне цветущих клумб и изгородей. Я и не представляла, насколько красивыми могут быть розы, пока не попала на этот фестиваль. Сразу вспоминается молодость, как мы с мужем встречались и вместе любовались цветами. Аромат опьяняет, становится так уютно и спокойно. Фестиваль хорошо организован, и я чувствую себя счастливой. Другая гостья, Ли Су Джин, также поделилась приятными впечатлениями от семейной поездки Самчхок. Мы приехали на фестиваль роз в день рождения ребенка, чтобы создать особенные воспоминания. Мы сделали много фотографий и вкусно поели. Это было действительно замечательно. Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов. На территории работали фудтраки и блошиные рынки. Проходили парады с ростовыми куклами и мастер-классы. Кульминацией праздника, состоявшейся 23 мая, стало показательное выступление легендарной пилотажной группы ВВС Южной Кореи «Черные орлы». Фестиваль роз в Самчхоке в этом году проходил с 19 по 25 мая. Гостям было представлено около 10 миллионов роз 218 различных сортов. Весна в Корее – время, когда даже воздух становится розовым от лепестков. Но пока сеульские сады утопают в цветении, в России 28 мая отмечают совсем другие, не менее важные даты. Пограничники принимают поздравления, а мы вспоминаем, чем еще запомнился этот день в календаре страны. Подробности в нашей постоянной рубрике. На календаре 28 мая – День пограничника в России, День оптимизатора Рунета, Международный день защиты женского здоровья. По народному календарю Пахом теплый, Пахом бокогрей. В народе Пахома прозвали теплым или бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменятся рябиновым теплом. 1595 год. Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. 1756 год. День рождения майонеза. 1858 год. Заключен русско-китайский Айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиса Руста. В этот день родились Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель. Эдвард Бенеш, чешский государственный и политический деятель, второй президент Чехословакии. Андрей Панин, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар, Памфил. Ну а прямо сейчас, в продолжении нашего утреннего эфира, мы передаем с огромным удовольствием слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Число IT-специалистов в России выросло в минувшем году на 20%, а число занятых составило 1,8 миллионов человек, сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Ранее стало известно, что совокупная прибыль российских IT-компаний по итогам минувшего года выросла на 21%, достигнув 1,6 триллионов рублей. Общая выручка организации IT-отрасли увеличилась также на 14% до 13,9 триллионов рублей.
Проработавших не менее 15 лет на производстве беспилотников в ходе СВО, начиная с несовершеннолетнего возраста, предложили наделять статусом ветерана труда. Такой законопроект внес в Госдуму 26 мая член Комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Сейчас наблюдается внедрение в практику данных подходов. Несовершеннолетние, обучающиеся в вузах и техникумах, активно включаются в процесс производства новых беспилотников для нужд СВО. Чтобы поддержать их, законопроектом предлагается наделить статусом ветерана труда тех, кто начал работать в несовершеннолетнем возрасте в ходе СВО в отрасли беспилотной авиации и проработал в ней не менее 15 лет. Частично запущена видеотрансляция с паромной переправы Якутск-Нижний Бестях. Пока пользователям доступны картинки с камер, установленных со стороны Якутска. В ближайшее время к трансляции подключат камеры со стороны Нижнего Бестяха, что обеспечит полный визуальный охват переправы в реальном времени с обоих берегов. Также поэтапно активируют и трекеры судов. Местоположение паромов начнут отображать на интерактивной карте. Следить за работой паромных переправ можно на следующих платформах: официальный сайт, мобильное приложение в Рустор и мобильное приложение в App Store. Проголосовать за будущий облик Алмазной Республики легко. Для этого достаточно лишь зайти на портал госуслуг и проголосовать за понравившийся объект. Это можно сделать до 12 июня. В этом году от республики во всероссийском голосовании участвует 35 районов и 81 объект. Жители могут проголосовать за скверы, парки и другие общественные пространства. Наиболее активными в конкурсе оказались жители Верхневилюйского, Хангаласского, Вилюйского, Чурапчинского и Тампонского районов. В планах от Якутии должно проголосовать 85 тысяч человек. Сейчас свои голоса дали более 74 тысяч. Мы призываем всех жителей голосовать в рамках всероссийского голосования. Данное голосование проходит уже не первый год. Мы все знаем, что только при выборе той или иной территории в рамках голосования данная территория получает федеральные деньги. Поэтому еще раз призываю всех жителей голосовать, менять свои территории и видеть те результаты, которые мы на сегодня уже видим по всей территории республики. Проект благоустройства Храмового сквера лидирует в голосовании по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Голоса за этот объект по состоянию на вчерашний день отдали 2200 человек. Напомню, по проекту в сквере у Свято-Троицкого храма в Мирном хотят установить парклеты для отдыха вблизи фонтана. На 200 голосов меньше у будущего сквера учителей. Возле 12-й школы предлагают создать скульптуру «Учитель с учениками», а также зону отдыха с навесами и беседками. Третий проект, выдвинутый на голосование: детская и спортивная площадки, а также тихая зона в микрорайоне Заречный. Битва за здоровье. Именно так можно охарактеризовать время сезонного поленоза, который стартовал с середины мая и продлится до конца лета. В это время идет активное цветение березы, являющегося мощнейшим аллергеном, а также других деревьев, представляющих опасность для больного населения. Нельзя сбрасывать со счетов и расцвет злаковых трав и сорных растений. В зоне риска находятся граждане с хронической аллергией, бронхиальной астмой, а также люди с наследственной предрасположенностью и проживающие в районах с плохой экологией. Предварительно для профилактики этих мероприятий проводится предсезонная профилактика при назначении врачом-аллергологом антигистаминных препаратов нового поколения, какие-либо различные капли назальные, спреи для глаз, которые способствуют уменьшению и улучшению качества жизни человека, который страдает данным заболеванием. Конечно, общеизвестным мероприятием является элиминация аллергена. Это исключение контакта с аллергеном. В тяжелых случаях рекомендуется временный переезд, возможно, в другой регион. Ну, всем еще раз доброго утра. Кого-то пробуждает вкусный завтрак, кого-то вкусный кофе, ну, а кого-то ничего совершенно, как меня почему-то сегодня с утра. Поэтому я только заряжаюсь от вашего хорошего настроения, но точно знаю, что мне сейчас поможет. Это наша утренняя зарядка. Да, давайте посмотрим и, конечно же, получим заряд позитива и бодрости. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Винокуров Гаврил, и мы будем делать зарядку, а именно утреннюю зарядку для продуктивного и заряженного дня. Поехали! Наше первое упражнение – это будет шаги на месте. Будем руками делать вдох и выдох. Упражнения максимально все легкие,
Все вместе со мной повторяем. Итак, поехали. Раз. Вдох. Носом. Выдох. Обязательно дышим. Если мы не дышим, идет кислородное голодание. Головокружение, поднимается давление. Вдох и выдох. Давайте еще раз 5 раз. Раз. 2. Когда поднимаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 2 раза. Вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы. Далее наше второе упражнение, это будет приседание, да? То есть вся наша сила начинается с ног. Ноги поставили шире плеч, носки, колени смотрят в сторону на 45 градусов, грудь вперед, руки отводим вперед и таз отводим назад. Присели, встали, присели, встали. Колени не уходят за носки, упираемся на пятки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Давайте еще раз, 5 раз. Раз. Выдох. Выдох. 3, 4, 5. Супер. Расслабляем ноги, трясем. Давайте, сделали вдох и выдох. Молодцы. Наше третье упражнение – это выпады на месте. Мы должны сделать шаг назад. Передняя нога 90 градусов и встаем. То есть мы будем зашагивать назад. Поехали. Вдох, выдох. Поочередно. Правая нога, левая нога. Правая нога, левая нога. Все вместе, никто не отстает. Кому сложно, просто мы можем делать шаг назад. Самое главное – это движение. Прокачиваем наши ноги. У нас прокачиваются ягодичные мышцы, бицепс бедра, квадрицепсы. Супер. И давайте. Раз, 2 и последний раз. Выдох. Молодцы. Все вместе сделали вдох и выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Если у вас есть фитнес-часы, мы обязательно должны смотреть на пульс, да? То есть мы пульс должны держать на зоне жиросжигания. Мы не должны слишком поднимать. Верхняя зона – это 160. Так, далее. Наше четвертое упражнение – это у нас скалолаз. Упор лежа, руки прямые, правую ногу мы сгибаем, отходим назад и левую ногу сгибаем. Приготовились? 3, 2, 1, поехали. Все это делаем в прыжке. Кому сложно, также мы делаем это шагово. Главное, не отстаем. И давайте 10 повторений, поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Также восстанавливаемся. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Есть. И наше заключительное упражнение, которое прокачивает, грубо говоря, все группы мышц. Это руки, ноги, грудные, и особенно пресс. Это у нас планка. Планка на прямых руках. Таз мы не поднимаем, не отпускаем, держим ровно. И поехали. Давайте 10 секунд. Держим. Напрягаем пресс. Напрягаем ручки, ноги полностью. И держим статику. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Прогнулись. Растягиваем пресс и удерживаем 5 секунд. Раз, 2, 3, 4, 5. Так. Таз отводим назад. Упражнение молитва. Растягиваем спину, плечи. Раз, 2, 3, 4, 5. Супер. Встаем. Также шагаем на месте. Все вместе сделали вдох и выдох. И еще раз. Вдох и выдох. И последний. Вдох и выдох. Молодцы. Самое главное для нас – это наше здоровье. Питайтесь правильно, тренируйтесь. Всем до свидания, до скорой встречи. Пока. С начала специальной военной операции меры поддержки военнослужащих и их семей стали одним из приоритетных направлений.
Государство постоянно расширяет перечень льгот от кредитных каникул до внеочередного зачисления детей в сады и школы. Самая частая проблема – люди не знают, куда обращаться и что оформлять. О мерах поддержки для участников и семей участников специальной военной операции в многофункциональном центре нам сегодня расскажет аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг Байшева Вероника Мирославовна. Доброе утро. Доброе утро. Какие услуги может получить участник специальной военной операции, получается, его семья в МФЦ? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вообще в нашей Якутии на сегодняшний день существует 124 меры поддержки для участников СВО и членов их семей. В МФЦ оказывается 80 мер. Их можно оформить как бумажно, так и в электронном виде. Что очень важно, мы их обслуживаем комплексно. То есть человек может прийти на консультацию и оформить сразу прием документов по нескольким направлениям. Расскажу подробно, как мы ведем консультацию и прием. На консультацию вы можете нам обратиться по номеру телефона горячей линии МФЦ, 8 800 122 16, либо же прийти к нам очно на личный прием через окна МФЦ по всей республике. И также мы представлены в Госфонде, именно в городе Якутске, 3 окна МФЦ, тоже прием по всем документам МФЦ. Так. Первое, начинается все с консультирования. Для консультации мы используем сервис, который расположен на сайте Е-Якутия. Это региональный портал. Сервис называется «Забота. Паспорт семьи военнослужащего». Все подбирается, исходя из жизненной ситуации человека. Значит, надо задать параметры. Какие параметры? Во-первых, это категория заявителя, кто он, военнослужащий, член семьи военнослужащего, дети, родные и так далее. Далее спрашивают, где он прописан, в Якутске, в районе. И категория дальше, инвалидность или ветеран боевых действий, звание есть или нет. После того, как вы выбрали все ответы, вводится список по 10 направлениям, который содержит в себе меры поддержки, которые предназначены для этого человека. И 10 направлений это могут быть финансы, отдых, здоровье, вот по вкладкам. Вы туда нажимаете и смотрите, какие меры положены. Далее уже идет переход на услугу, сама информация. Если его можно получить онлайн, то ссылки и QR-коды на него идут. Так, после консультации мы переходим уже к приему. На приеме мы уже... Наверное, мы спрашиваем те же самые параметры, только уже вживую. Если к нам человек приходит, какие документы он должен взять с собой? Документы стандартные при очном обращении. Это паспорт и СНИЛС будет. Вот звание, вы говорите, что там мы выбираем, по особенности, есть ли звание, нет ли звания, статус инвалидности. Вот в этих документах что нужно взять с собой? Справку, выписку что лечился, что присвоен статус инвалида, что демобилизовался. Вот что-то нужно брать с собой? Все зависит от самой услуги, но в основном это то, что я назвала. То есть паспорт снился и, в принципе, все. Самые популярные услуги – это у нас оформление стипендии для детей и студентов, которые учатся очно, оформление родителям санаторно-курортного лечения, именно родителям военнослужащего. За санаторно-курортным лечением можно обратиться как компенсация, либо получить талон. И, конечно, востребованной остается услуга по компенсации жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта. Это наши самые популярные услуги. А есть ли какая-либо бесплатная помощь, например, юридическая? Юридическая помощь у нас оказывается по адресу Амосова, 18, и также в Госфонде окно тоже предоставлено. И как можно подтвердить статус участника СВО? Для подтверждения статуса участника СВО надо получить справку, тоже через нас оформляется, в течение 4 рабочих дней идет оформление. Либо же можно его оформить через портал госуслуг, если вам так удобнее. Но если вы в госуслугах оформили, то можно его распечатать через нас тоже. Спасибо большое за подробную информацию.
Думаю, что теперь все знают, как обратиться. И самое главное, чтобы вот в электронном виде, не выходя из дома, можно все посмотреть. Спасибо. Но весь учебный год в нашей рубрике «Спроси учителя» ученики со всей Якутии задавали самые разные вопросы. От сложных формул до житейских советов. А педагоги терпеливо и мудро отвечали. Но сегодня последний звонок этого проекта. И слово мы передаем не ученикам, а самим учителям. Они расскажут, чем для них стала эта рубрика, какие открытия сделали и почему, и просто поделятся своими впечатлениями. Смотрим итоговый выпуск «Спроси учителя». Чем заканчивается все? Все? Да. Хорошему? Для меня данный современный проект «Спроси учителя», конечно же, это прежде всего хорошая возможность для обеих сторон, для ученика и учителя, возможность пообщаться, возможность, конечно же, поупражняться, задавать вопросы и начать развиваться и дальше расти. Для меня проект «Спроси учителя» – это про повышение престижа учительского труда, учительской профессии. Это вдохновение и труд редактора, ведущего. И это, безусловно, конечно же, вклад учителя в личность каждого ученика. Проект очень интересный, поскольку, во-первых, мы не знаем, какой вопрос зададут учащиеся. Это первое, что интересное. Второе, сами учащиеся готовятся, чтобы как-то удивить своего учителя. И учитель должен быть готовым на любой вопрос. Это самая такая фишка этого проекта. Спасибо, что вы слушали нас, и, возможно, вопросы вам помогли как-то расширить ваш кругозор. Для меня проект «Спроси учителя» — это творческое и познавательное пространство, где дети задают такие интересные вопросы учителям, с изюминками эти вопросы бывают, и очень интересно слушать и ответы, и вопросы. Огромное спасибо автору этого проекта, ну и всем, кто причастен. Для меня проект «Спроси учителя» — это поиск нестандартных ответов на нестандартные вопросы. Для меня проект «Спроси учителя» — это возможность учиться и помогать другим учителям. Для меня проект «Спроси учителя» — это надежный источник проверенных знаний. Это ясное объяснение, твердый фундамент для успешного освоения материалов всеми учениками. Для меня проект «Спроси учителя» – это возможность обменяться мыслями и идеями с учениками нашего региона. Этот проект про общение, когда мы, учителя, отвечаем на настоящие и интересные вопросы учащихся не из учебника, где вместо оценок и замечаний живое общение и желание понять друг друга. А также этот проект повышает имидж учителя, устанавливает дружелюбную связь с детьми и поднимает интерес к предмету. Проект «Спроси учителя» — это расширение образовательного пространства. Это возможность получить новый педагогический опыт. Это мотивация и поддержание интереса учащихся к предмету. Для меня проект «Спроси учителя» стал телевизионной программой, в которой учитель выступает в роли просветителя, пропагандиста научных знаний. Для меня проект «Спроси учителя» значимый. Во-первых, это повышение роли учителя в нашем обществе. С другой стороны, это сотворчество, ученик и учитель. Хочу поблагодарить Министерство образования и науки, а также автора данного проекта за сотрудничество со школами, за доверие к нам. Спасибо большое. «Спроси учителя» — это о том, как наши дети взаимодействуют с нашими учителями. Умеют ли дети задавать вопросы, выходящие за рамки учебника, за рамки школьной программы? Это у них получилось. Ну а наши учителя смогли ответить на вопросы детей. Спасибо.
Мы каждую неделю в течение 8 месяцев погружались в атмосферу любопытства и сотворчества. Случился целый сезон сериала, где каждый эпизод – это креативные вопросы ребят и интеллектуальные ответы учителей. Приняли участие 100 человек, это 25 учителей и 75 школьников из разных уголков нашей республики. А за кадром еще больше людей. Благодарим каждого, кто стал частью проекта «Спроси учителя». Давайте сохраним этот большой путь, который мы прошли все вместе. И пусть этот выпуск станет вдохновляющей засечкой для каждого, кто его смотрит. Дорогой зритель, спасибо. Махтал. Да, правда, вообще отличный же проект. Нет, на самом деле, главное, что в этом проекте есть, это, мне кажется, его современность, потому что немножко, когда стирается граница между взрослым и ребенком, и к учителям как-то, правда, стали относиться, ну, как вот к служащему персоналу, бывает такое, к сожалению, да, то этот проект заряжает вновь нас энергией на то, чтобы понимать, что учитель — это просветитель. Но позади уже такой достаточно трудный, тяжелый для кого-то, может быть, да, учебный год. И следующая информация будет, возможно, немного в тему. Вот эстетика «уставшая девочка» неожиданно стала главным трендом мира моды прямо сейчас. Ведущие глянцевые журналы пишут, что макияж теперь должен намеренно подчеркивать мешки под глазами, легкую припухлость век, уставший взгляд и даже небольшую неопрятность. Прически чуть растрепанные, одежда максимально расслабленная, будто вы только что вышли из дома. Да, этот образ активно завирусился в соцсетях. Девушки перестают маскировать следы усталости, а наоборот делают их главной деталью своего лица. Некоторые бьюти-блогеры уже называют это антимакияжем или терапией честностью. Консилеры и тональные средства уходят в сторону. В моде синяки под глазами, приглушенный взгляд и никакого перфекционизма. В итоге получается модное течение, для которого нам даже не нужно ничего менять в себе. Просто встали утром и уже в тренде. Правда, некоторые критики шутят, скоро в моду войдет хронический недосып и невыспавшийся голос по утрам. Но пока это выглядит как глоток свежего воздуха в мире отфотошопленной красоты. Не знаю. Но у тебя немножко сегодня перекликается. Ты сегодня не выспалась? Ну, вообще, мне, наверное, повезло. Я не страдаю ни отеками, ни синяками под глазами, поэтому сильно, в общем-то, и не крашусь. Я имею в виду состояние. Ты состояние, режим. Нарушение режима вот никому не советую, все-таки это самое важное. Ну, давайте поговорим о других, более привычных и каких-то приятных трендах. Да. Тренд «Уставшая девочка» — это, возможно, удобно. Встала, не накрасилась уже в моде, но есть события, где расслабленность не пройдет. Близится ИСЭ, главный национальный праздник Якутии. Но здесь нужны не мешки под глазами, а сияющие лица, яркие наряды, расшитые серебром и бисером, и никакой неопрятности. Как подготовить идеальный образ к ИСЭХу, чтобы и традиции соблюсти, и выглядеть свежо? Об этом поговорим в рубрике «Мода и стиль». Дорогие друзья, доброе утро! Меня зовут Дарья Габушева, я персональный стилист, и сегодня наша с вами любимая рубрика о моде и стиле. И мы с вами уже ощущаем лето, а лето у нас всегда ассоциируется с самым замечательным и прекрасным праздником ИСЭХ. И это самый важный праздник, когда мы выгуливаем свои прекрасные национальные наряды, украшения и многое другое. Сегодня в гостях у нас дизайнер бренда Аноева Айла Аноева. Привет! Всем привет! 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 Спасибо, что ты вызволилась нам помочь, поддержать наш эфир и поделиться вообще информацией о том, все-таки как быстро, легко, может быть, подготовиться к тому, чтобы собрать образ вот на ИСЭХ. Ну, начнем. Я думаю, что у каждой девушки есть свой вкус индивидуальный. Нужно одеваться по своей фигуре, по своим предпочтениям. Кто-то любит облегающие модели, кто-то любит свободные, кто-то любит натуральные ткани. Я лично обожаю натуральные ткани. Чтобы тело дышало, все мы знаем, что на ИСЭХе бывает очень жарко.
И когда комфортно телу, комфортно, настроение всегда лучше, да. И я люблю фасоны не такие длинные, допустим, чуть ниже колена, чтобы показать еще свои красивые сапоги. Ну, если мы, например, говорим про момент стилизации, например, да, то есть в любом случае мы уже привыкли, что цех у нас ассоциируется обычно с холодая, ну и, в общем, классическими какими-то национальными украшениями. Вот ты бы, например, для себя что выбрала или порекомендовала нашим зрителям? Но стилизовать холодай можно сейчас. Сейчас очень много аксессуаров, да. Очень много мастериц предлагают, как называется, косоплетки. Косоплеткой можно сделать ремень. Или, например, платки есть шелковые, да. Они тоже в нашем якутском национальном стиле. Их можно завязать на талии, допустим, или сверху, тоже очень стильно смотрится. То есть стилизовать, мне кажется, можно с чем угодно, холодай. И главное для меня, например, если холодай покупать за хорошую цену, обычно это достаточно дорого стоит, я предпочитаю покупать практичную вещь, чтобы она не висела в гардеробе, стилизуя носить в последующем. То есть в обычной жизни, на прогулку, на праздник, на юбилей или, допустим, на фотосессию. К цеху мы подготовили наряды. Это одна грань нашей культуры, но есть и другая, не менее важная – живое слово, сказки, язык, на котором говорили предки. В Магадане презентовали книгу, которая соединила под одной обложкой две культуры – русскую и венскую. 4-й сборник сказок писательницы Чины Моторовой «Холия» вышел на 2 языках. С новым произведением и этническими героями познакомились наши коллеги. К своим зрителям она всегда выходит без маски, не стесняясь, эмоционирует и вовлекает каждого в истории своих персонажей. В этот раз венская сказительница Чина Моторова знакомит колымчан не с одним, а сразу с десятком героев своих новых сказок, которые уютно поселились на страницах нового сборника «Холия». Лыжи стояли возле юрты, а хозяину приехали гости и стали рассказывать о вечно зеленой стране. Лыжи услышали, что есть вечно зеленая страна. Подскочили, побежали. Ой, где же эта вечно зеленая страна? Это не первая книга Чины Моторовой. Ранее она уже презентовала свои книги, и произведения входили в топ лучших региональных изданий и приносили автору премию имени Арсеньева. Сказительница говорит, вдохновение приходит словно волны. Когда приходит вдохновение, я могу писать день и ночь. У меня не каждый год я пишу, там период есть, 2-3 года, потом опять начинаю писать. А вот сейчас эта книга вышла, у меня такое вдохновение, я села за 5-ю книгу. «Холия» в переводе с венского «Радуга», и весь сборник команды издательства «Охотник» постаралась сделать как можно ярче и по-детски непосредственным. В этом помогли иллюстрации московского художника. Тексты хорошие. Да, они, может быть, для маленьких, они простые, но они чистые и действительно полны вдохновения. Там очень хорошо характеры просматриваются. Особая гордость – работа с текстом. Книга написана сразу на русском и эвенском. Такой большой проект появился в свет благодаря поддержке правительства Магаданской области. Правительство Магаданской области уже не первый раз поддерживает такие проекты, и они все направлены на вклад в достояние нашей культуры, сохранение культуры народов, коренных народов Севера. Сохранение традиций – задача государственного уровня. Присоединяются к этой работе и социальные партнеры. С 2006 года компания «Полиметалл» системно поддерживает этнические мероприятия на Колыме. 3 года назад именно этот недропользователь первым подписал знаковое соглашение с Ассоциацией коренных народов. Благодаря поддержке увидела свет уже не одна книга, в том числе «Северная азбука», «Тундра помнит» и «Дороже золота». Сказки о природе и человеке, о любви и дружбе. Каждый найдет что-то свое. У этой поистине радужной во всех смыслах книги вышло уже 500 экземпляров. И скоро «Радуга» станет заметна всем колымчанам, ведь экземпляры попадут на полки школ и библиотек во всех округах Колымы. Дарья Лаптева, Денис Торопов, «Эхо дня».
В эти дни в Якутске проходит фестиваль современного искусства «Полюс. Золотой сезон». Почти 40 событий за неделю, 11 спектаклей от театров из разных городов, творческие встречи с известными артистами, лекции и мастер-классы для профессионалов, а также специальная кинопрограмма, посвященная якутскому кино. Ну, главная тема этого года – диалог между современным российским искусством и традиционной культурой Якутии. О том, чем еще удивит фестиваль, мы поговорим с его генеральным продюсером. У нас в гостях Анна Майорова. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, какая идея лежит в основе фестиваля «Полюс. Золотой сезон»? Ну, вообще этот фестиваль проходит при поддержке компании «Полюс», и компания «Полюс» уделяет огромное внимание развитию культурной политики в регионах присутствия своих. То есть это вот сейчас Якутск, и нас пригласили провести этот фестиваль. Мы хотим всегда показать, как искусство в регионе развито, и как вообще, и вот поставить искусство региональное на одну сцену с искусством столичным, что на самом деле это все на одном уровне. И поэтому мы показываем, мне кажется, развитие, в принципе, театральное, которое сейчас происходит в стране. Вот несколько дней уже идет фестиваль. Что успели показать и что еще ждет зрителей? Ну, мы открылись 25 мая специально созданным проектом к нашему фестивалю. Это был вечер современной хореографии «Интро». Приезжал Максим Сивагин, Дарья Павленко, другие артисты балета. И мне кажется, это было несколько номеров именно современной хореографии. И мы вот показали, это были овации, прекрасно все получилось, слава богу. И вчера, и позавчера были гастроли Таганки. Театр на Таганке. Творческая встреча с Ириной Апексимовой провел Ренат Сидиков, модератор нашего фестиваля. И, ну, тоже везде овации, все довольны, и, слава богу, все прошло хорошо. Вот. И скоро вот будет и кинопрограмма. У нас сейчас начинаются прям насыщенные дни, поэтому обязательно все приходите к нам. Мне кажется, еще немножко билетов осталось, я надеюсь. Ну, да, кинопрограмма — это нововведение, да? Вот с чем это связано? Да, мы, когда приехали в Якутск, поняли, что, в принципе, пройти мимо якутского кино — это вообще будет моветон, мне кажется. И вот этот вот феномен якутского кино нам захотелось раскрыть. Кроме того, мы фестиваль современного искусства междисциплинарного, то есть мы не только про театр. Вот мы уделили внимание кино, мы пригласили куратора Никиты Карцева, который собрал нам вот программу, и вот завтра мы стартуем. Очень Я надеюсь, интересно. завтра, по-моему. Простите, посмотрите на сайте. Ну, возможно, джетлаг, да? Да. Действует. Скажите, как вы думаете, может ли театр конкурировать с кино и сериалами за внимание зрителей? Мне кажется, почему вот мы вообще занимаемся именно фестивалями, для того, чтобы показать, что театр — это очень интересно, что театр — это живое общение, живое вот это взаимодействие со зрителем, оно даже иногда намного интереснее, чем вот просто кино. Но так как в нашей программе еще и кино, про конкуренцию, наверное, тут мне уже сложно говорить, потому что мы пытаемся их поставить на одну какую-то волну. Вот вы, собирая данную программу, вот что для себя выделили? Чем отличается именно якутский театр от других? Это, конечно, разговор не на минуту. Это тема для дискуссии. Кратко вот вообще формулируя для себя, сохранение традиции и при этом отсутствие границ. Осмысление вот этой традиции в современной форме. Именно в якутском театре и в якутском кино в том числе это очень заметно. И вот эта вот парадоксальность, которая есть вообще в якутском искусстве, на мой взгляд, и привлекает и нас, и вообще вот зрителей. Но еще вот есть такое мнение существует, да, что современное искусство — это что-то такое скучное или бессмысленное. Вот ваше мнение на этот счет? Ну, я бы не занималась, наверное, тогда этим всем, если бы это было скучно и бессмысленно. Это не так. Вообще любое искусство, которое сейчас является классическим, оно когда-то было современным. Его также не принимали. Это история искусства, которая как бы всем, я думаю, известна. Поэтому, если скучно и бессмысленно, через 100 лет будет шедевром. Ну, я думаю, что у многих наших зрителей появился вопрос, где можно узнать поподробнее о программе, какие еще можно места посетить. Ну, тем более 4 дня еще осталось, да? Да, 4 дня осталось. 31 мая у нас закрытие. Узнать все можно на сайте нашего фестиваля, просто забить в интернете где-то.
Какие события? Завтра у нас будет потрясающий спектакль Елены Морозовой, артистки театра на Малой Бронной. Она со спектаклем Евгения Онегин к нам приехала. Это моноспектакль в жанре рэп, хип-хоп. Это очень красиво. Это будет проходить в Саха-театре на главной сцене. То есть это даже... Ой, на главной сцене, на главной лестнице, простите. На главной лестнице. И вот, ну, это стоит увидеть. В принципе, Лена играет его достаточно редко, этот спектакль. Вот то, что мы в Якутск его смогли привезти, это очень здорово. И на закрытие, конечно, Виктория Толстоганова, Полианна, вместе с якутским оркестром в Театре оперы и балета. Потрясающий. Да. Потрясающий состав. Спасибо, что привезли всех. Ну и, конечно, очень здорово, что наша культура влилась в это все, и мы сможем еще раз удивиться, что она очень современная. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Ну, мы с вами узнали, как насыщенно проходит фестиваль «Полюс. Золотой сезон». Спектакли, встречи, соответственно, кино. У вас также есть возможность попасть на эти события или хотя бы составить культурную программу на ближайшие выходные. К вашим услугам кинотеатры, какие премьеры стартовали в прокате, подскажет рубрика «Афиша». Планируем выходные с умом. Давайте посмотрим. Ты уверен в себе. Ты силен. Ты прекрасен. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. В этой жизни ты или победитель, или проигравший. Хотите, как я, всю жизнь горбатиться на заводе? Нет, сэр. Вот и я этим сыт по горло. Биографическую драму «Майкл», посвященную первой половине жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. В роли самого певца дебютировал Джеффар Джексон, племянник звезды, сын его брата Джермейна. Сюжет охватил период жизни певца от его детских выступлений вместе с братьями в составе The Jackson 5 до пика сольной карьеры в 1988 году, когда Джексон выступил на стадионе Уэмбли. Создатели обещали не избегать сложных тем, включая жестокость, с которой отец обращался с ним в детстве, его хронические заболевания и обвинения в адрес артиста. Однако критики сочли кино чрезмерно выхолощенным, представляющим лишь официальную сторону его биографии. В то же время они отметили, что реконструкции концертов и клипов Джексона выполнены в фильме на высоком уровне. А Джафару удалось воспроизвести вокал и пластику своего знаменитого дяди с большой точностью. Майкл. Где ж это видано, чтоб богатырша за злодея замуж выходила? Спасать надо племянницу. Сиквел популярного мультфильма про Кощея, который отправляется на поиски живой воды. В центре сюжета Кощей, чья жизнь навсегда изменилась после встречи с богатыршей Варварой. Дело идет к свадьбе, но не все так просто. Тетка Варвары, правительница Тридевятого царства, встает на пути Кощеева счастья. Теперь для спасения Варвары друзья должны раздобыть заветную живую воду. В поисках ее Кощей в сопровождении своего неразлучного спутника Колобка пускается в путешествие через весь мир. Им предстоит посетить Камчатку, Китай, Индию и арабские страны, встретиться с друзьями, такими как добрый молодец Елисей, и столкнуться с испытаниями вплоть до борьбы со свирепым драконом Герой и хитрым Василиском. Будет жарко. Я не хочу превращаться в гренку. Кощей. Тайна живой воды. Делал ли ты в своей жизни что-нибудь дикое? Премьера фильма «Пропасть». Картина расскажет о молодоженах Даше и Саше, которые отправляются в свадебное путешествие в Приэльбрусье. Пара мечтает отметить начало новой жизни экстремальным поступком – прыжком с парашютом над Кавказскими горами. Но романтическое приключение почти сразу начинает рушиться. На месте выясняется, что пилотом самолета становится Артем, бывший возлюбленный Даши, которого она долго пыталась забыть. Неожиданная встреча превращает поездку в эмоционально напряженное испытание. Но настоящий кошмар начинается позже.
В мировой прокат вышел первый за 7,5 лет полнометражный фильм по вселенной «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу». Впечатляет. Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся новая республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу. «Звездные войны. Мандалорец и Грогу». А 30 и 31 мая в рамках фестиваля современного искусства «Полюс. Золотой сезон» пройдет кинопрограмма, посвященная якутскому кинематографу. В кинотеатре «Центральный» будут показаны фильм Степана Бурнашова «Проклятая земля. Рок», премьера фильма знаменитого якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Прозрачные земли» и дебютная картина Инги Шепелевой «Белый пароход». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куриный и член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Мария Прусакова подготовили законопроект, предлагающий обязать регионы частично компенсировать гражданам затраты на обучение в форме семейного образования или самообразования. Также документом предлагается установить и порядок прохождения ежегодной промежуточной государственной итоговой аттестации для тех, кто получает образование в форме семейного обучения или также самообразования. Авторы документа отметили, ученики, получающие образование в подобных формах, систематически показывают более низкие результаты на ЕГЭ и ОГЭ по сравнению со своими сверстниками, обучающимися в традиционной форме. Накануне в Якутске установили золотую сваю нового здания физико-технического лицея. Образовательный объект возводят на Вилюйском тракте. В церемонии принял участие глава Якутии. Новое здание будет рассчитано на 500 мест. В нем разместят учебные кабинеты, спортивные актовые залы и столовую. На территории появятся футбольная, волейбольная и баскетбольная поля, а также гимнастическая площадка. Общая площадь объекта порядка 8600 квадратных метров. Завершить строительство лицея планируют уже в конце следующего года. Для нас, конечно, это очень радостная новость. Мы за 30 с лишним лет уже давно ждем такого яркого события, как установка первой сваи нового корпуса для нашего лицея. На сегодняшний день обучается 431 ребенок в лицее. Обучаются дети с 5 по 11 класс. Школа входит в топ 100 лучших школ России по конкурентоспособности. И, конечно, о победах, о ярких победах учителей и учеников нашего лицея, мне кажется, многие знают уже. Более 500 автобусов работают на газомоторном топливе в Якутске. В столице на подобном топливе работает уже 551 автобус. Столица республики лидирует по уровню развития рынка топлива. Здесь функционирует свыше 30 газовых заправок. Всего же в республике действует 56 подобных станций и 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На втором месте находится Ленский район, который лидирует среди муниципалитетов по уровню потребления газомоторного топлива. Объем потребления здесь 1,2 миллиона кубометров в год. Рост достиг 28%. За прошлый год Республиканский центр здоровья принял 9 тысяч пациентов. Центр – это необычная поликлиника. Работа специалистов заточена не на лечение, а на предотвращение болезней. Врачи дают рекомендации по питанию, индивидуально подбирают интенсивность и регулярность физических нагрузок, учитывая при этом особенности каждого пациента. Посетителям доступен широкий ряд исследований от биоимпедансного анализа тела до спирометрии. Бесплатно пройти осмотр можно и в столице, и в районах. Всего же в республике действует 9 таких центров. Выявление самих факторов, таких как курение, избыточный вес, это уже является фактором риска. И в ходе беседы мы также, в ходе анкетирования, тоже просмотрев все вот эти вот данные пациентов, мы можем определить, что у данного человека может быть дефицит по физической активности имеется, нерациональное, неправильное питание. И вот эту вот всю корректировку мы в ходе беседы, беседа у нас примерно длится в среднем около 30 минут, мы все это обговариваем с пациентом.
Ну а между тем юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. Узнаем подробности. В городской библиотеке Мирного вместо привычной тишины мастер-класс по спасению жизни. 24 школьникам напомнили о правилах безопасности летом. Не садиться в машину к незнакомцам, купаться только в оборудованных местах и носить головные уборы в жаркую погоду. Также под руководством медиков учились делать сердечно-легочную реанимацию. В нее входит непрямой массаж сердца, в некоторых случаях искусственное дыхание. Я научился правильно делать искусственное дыхание, перематывать. И вообще просто интересно надо все посмотреть. Кроме этого, старшеклассников научили пользоваться механическим тонометром и делать перевязки. Ликбез по оказанию первой помощи для детей провели специалисты медцентра «Алроса», Миринской районной больницы и волонтеры-медики. Такие лекции для школьников проводят раз в 2 месяца. Общественники предложили перевести спортивные справки в электронный вид. Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила создать на портале госуслуги цифровой сервис для получения медицинского допуска к участию в спортивных соревнованиях, который позволит подтверждать допуск с помощью QR-кода без бумажной справки. Как отмечается в обращении, сейчас для участия в массовых забегах, турнирах и других физкультурных мероприятиях граждане должны предоставлять бумажные медицинские справки, что создает много бюрократических трудностей как для самих участников, так и для организаторов. К этому часу это все новости. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Все, еще раз доброго утра, отличного настроения. Это были, правда, все новости. Мы с вами не прощаемся. Всегда в телеграм-канале, в Максе. Ищите нас с хорошим настроением, заряжайтесь энергией и, конечно, делитесь своими впечатлениями и, можно, даже какими-то интересными событиями. Ну, а в свою очередь, мы рады будем видеть вас завтра у своих телеэкранов. Ну, а также, кстати, напоминаем, если вдруг вы бываете далеко от телевизора, то у нас есть еще и приложение НВК Саха, где вы можете смотреть прямые эфиры НВК Саха и Якутии-24. Увидимся с вами завтра в это же время. Всем хорошего настроения. Пока. Отличного настроения. До завтра. Улыбайтесь. Это всех не только раздражает, но и дарит оптимизм.